Всем привет. Как говорится, сколько можно сочковать, можно и прокатиться. Выехал в Якутск из Ногинска. Что у нас там? Заморозка минус 21. 19 тонн веса. Это я сегодня 18 марта. Так, я не знаю, 110, наверное. А тут видите, это по М12. Музыка, это уже второй участок. Ну, 110 типа надо ехать. Но можно помедленнее. Слышно ж, да? Калинка-малинка. Ну, 110, типа, она четче, но на фуре что-то неохота нагруженной 110 ехать. Где-то сейчас, ну, короче, район Нижнего Новгорода. Ну, вот я обнулил 26,4 расход за 363 километра. Полет нормальный. А так что? Особо ничего иди расскажешь. Тут все сухо, что снимать непонятно. Короче, видео будет называться «Подъезжаем к Якутску». Осталось сколько? Ну, примерно 8150, наверное. Где-то так, 8200, может. Ну, там что-то смотрю, бродяга на Магадан едет. Он, получается, с утра, я так понял, с Кемерово где-то стартанул и до Красноярска, что-то везде там скользко, снег прямо гололед. А тут что, плюс 9 было, 11 уже вечереет, ну, в общем, такие дела. В общем, будет что интересное засниму. Ну, в Якутии сейчас пишут, тоже уже 4-й день стоят там, как обычно, общий сбор. Сейчас же скоро переправа, ну, по льду. Что там, говорят, 1 апреля уже начнут снижать нагрузку. Ну, понятно, что там будет перегруз еще через Лену, то есть возить с Нижнего Бестяха в Якутск. Я как-то даже приезжал 26 апреля, ну, с меня забирали вездеходами такими, 6х6 одиночками. Ну, а сейчас-то по-любому по льду еще проеду. Что там, мне дают 2 недели туда ехать, ну, я по факту как приеду. Хотя, по идее, можно и 1 числа выгрузиться. Ну, чтобы это в следующий квартал пошла выручка. Ну, это когда с НДСом работаешь, такие моменты. Понятно, оно все равно то на то и выходит. Но просто, если в этом квартале расходов мало, то можно, в принципе, выгрузишься у ПДшки, выставишь 1 апреля. А это будет уже во 2 квартале. Что это мне уже отдыхать предлагает. Сзади пристроился, кто-то едет на микроавтобусе, я не знаю зачем. И не обгоняет. Ну, на таком каком-то этом минивенчике. Как говорится, ждет, пока у меня что-нибудь впереди случится, пока не тормозну. Ну, в принципе, сейчас дистанцию хоть держит. А то он там ехал прямо сзади. Ну, я думал, может, знаешь, как экономия топлива, типа, катится сзади. Налегко. Хотя у меня тоже расход как... Типа, он Бентли поехал, а навстречу Бентьяга. Это там расход, наверное, побольше, чем у меня. Если притопить. А это я в Челябе ТОшку сделал. Приехал, загрузился. Ну да, весь пробег 23 вообще расход. Ну, я пустой приехал. На Москву грузиться что-то. Ну, с Екатеринбурга там такие, ну, цены просто подвяжешься, пока они там что-то решат, пока загрузят, пока доедешь, пока выгрузишь. Неделю на это надо положить, рабочую, я имею в виду. 5 банковских дней, как говорится. Пустой поехал, все, на Якутск погнали. Но там, правда, ждет засада на востоке, там что-то вообще ценники порушились. Народу куча, все это... Ну, короче, общий сбор.
что-то... Ну, китайский Новый год прошел, оно так вот и всегда и получается. В том году мы тогда с маэстро же ездили вместе. И 19 дней стояли там. А я в итоге пустой домой уехал с Владивостока. Ну, он загрузился сборкой, Дима, но 4, что ли, груза. Ну, более-менее там что-то. А я поехал, хотел на Сахалин. Ну, типа, выехал в Хабаровске, потерли. Там какое-то штормовое предупреждение туда-сюда, что-то. Ну, в общем, ничего нету. Ну, и ценника вообще нету. Ну, и поехал из Новосиба хотел на Сахалин. Тоже 3 дня там потратил, подождал. Они говорят, мы будем контейнерами отправлять в конце. Ну и все, и я... А с Новосиба там никогда цен не было. И в итоге я не спеша с Владивостока приехал домой. Так себе рейс, конечно. Так, ладно. Оба-на, видели? Пикнула это, деньги ушли. Сейчас уже так не слабо получается. Я считаю, ну, с Челябинска просто сделал тошку и поехал на Екат, с Еката на Платку, сюда везде. И в Ногинске хорошо грузился. Ногинск тут прям с краю под скаду, особо там ездить не надо. Получается, туда-назад 1040 уже на платную дорогу. Ну, по факту, платом тут не платишь. И дорога такая, ну, ровная. Едешь так вот, расход. Там сейчас вот поехать по семерке, это, не знаю. Говорят, ушатанная она вся, побитая. Но она, в принципе, везде сейчас, дело к весне уже, ямы везде участочками. А, о, наконец собрался, да? Киргизские пацаны на этом. Альфард это, наверное, да, еще такой. О, вон, видите, у меня... Я как этот... Первый раз это купил масло на доливку. Ну, видите, езжу с 5. Ну, это масло Volvo. Этот... ВДС 4,5. Блин, не знаю теперь его куда деть. Надо эту купить, наверное, или омывайку в плотных канистрах какую-нибудь вылить, или там... Вот сейчас на Татнефти буду, там, по-моему, какие-то маленькие канистры продавались. Ну, потому что ее, то есть, если засунуть куда-нибудь в рундук, она перетрется. А то я просто в прошлый раз перекатил 11 тысяч. Ну и как бы у меня все время забадывало. Ну что, типа, низкий уровень масла. Щуп достаешь, ну там, ниже минимума. То есть, ниже середины, то есть. Минимум как бы есть, все, но вот получается, как серединку прошло и начинает предупреждать, типа. Я думаю, я теперь буду просто проеду 10 тысяч, налью литр, типа вот так. Но все равно у меня от замены до замены всегда, ну как я раз 40 менял, от замены до замены я ничего не доливал никогда. Ну как бы, типа там, может, литра 4 оно от максимума там до минимума, это расстояние, может 5 там на щупе. А тут думаю, ну и как раз буду освежать, и эта лампочка не будет, потому что она не калибруется, ну именно уровень, который электронный. Ну типа с утра начинаешь заводить, она пик желтеньким, типа низкий уровень масла. Пошел, щуп достал, ну там чуть ниже середины, ну как бы ничего страшного. Вот такие дела, в общем. В общем, едем по двенашке, конечно, так. А, у меня было видео, я как-то на двенашке снимал и так и не выложил его. Могу в конце его залепить. Наверное. Я как-то рейс один ехал, а потом что-то вот вообще интернет как-то, оно ничего не грузится никуда, и я в итоге думаю, уже времени столько прошло, не актуально, и забросил. Тут как раз гололед был. Там где-то даже мы стояли, фуру развернул, потом ехали за этими. Ну, КТМ-ки троем чистили, и мы за ними дружно 40 км в час ехали.
Ладно, в общем, будет что интересное, буду дальше включаться, а там посмотрим, что будет интересно. Сам в ожидании, в общем. Летим, все мелькает. Трасса М12. Ну, снег идет. Всем привет, как говорится. Загрузился на Хабаровск вчера. Это что у нас? 13 февраля, 26 год. Что-то уже по рации сказали, кого-то развернуло до полной через 2 километра. Там тоже в подъем висят. Это я. Не доробить все, там полная остановочка, дорога перекрыта. Ага. Тут у нас просто 3 КДМки идут с широким фронтом, чистят. Да, снег опять пошел, потеплел, он 0 градусов. У меня он, очистите датчик. Рядом свой черный стоит, Вот это, давайте назад сдавайте. вот это мертвая зона. Мертвая зона, которая датчик. А где он вообще, я не знаю даже. Он мне пишет очистите. Ну тут каша этой забивает. Как-то на самых уже свежих Volvo его прям видно. Он такой прямо здоровый. А у меня где они его попрятали, я что-то не могу понять. Сегодня я поразминался. Сколько ездил. Второй раз колесо пришлось делать. Хорошо на ленивце. Ну там на ленивце родная резина. Уже пожмакана это. Сколько? Вот 828 пробег. Я еще напередок сейчас вот в Казани Мишлен покупал. А у них есть Мишлен, как у меня вот этот X-Multi Z, который, ну, рулевой, он же на ленивце стоит. Что-то думаю, ладно, потом буду ехать. Это люди без рации, короче, куда-то понеслись. Или уже, может быть, это... Поехали уже. Ну, короче, можно было 4 колеса сразу поменять, а так этот... Я с утра просыпаюсь на заправке, у меня ленивец спущенный. Ну, я не стал экспериментировать в плане, там, подкачать его, поехать. А тут же негде не стать, ничего, мало ли он это, ну, будет спускать. Взял запаска, у меня нулячая, Мишлен тоже лежал. Я как машину купил, запаску закинул, ну, размер это 315 на 70. Короче, поупражнялся. Хорошо открутились гайки вообще. Я самое больше колпачками мучился. Вот это вот, ну, декоративная вот эта штука такая на колесе. И колпачки туда утопленные, не за что взяться. А я еще когда на Магадан ехал, там мужичок ремонтировал там Фотона, не, Фавика. Я ему оставил вот это такая, вот знаете, как типа такие плоскогубцы раздвижные. Вот я ими колпачки снимал. Я вчера расковырял их все, еле снял. Короче, с непривычки, да. А, вон они стоят. Все вроде, да. В подъемчик уже. А все, ну, я еду на круизе 79. Ну, никого нет. Качу. Все как летом 90. Кто больше? Не знаю, люди вообще никаких корректировок не дают на погодные условия. Ну вот, наверное, результат. В подъем. А, вон, я вижу, его сложило. Он кабиной сюда смотрит. Завернула кабина. Ну, это по факту полный газ называется в подъем. У тебя раз машина побежала, не поймал. Volvo так не делает. У Volvo по барабану. Газуешь, она значок загорелся, но она скорость снижает, но у нее нет вот этих, чтобы она там куда-то. А вот эти китайские, газ даванул, у тебя машина обогнала самого себя. Сегодня это еще подсказывал мужику. Он на 6 на 4 на трале с заправки. Ну, газу дает вообще. Ну, не едет просто. Ну, у него раскачка есть. Все дела. Он только чуть покатился. Газ в пол. Все, встал. Я посмотрел. Туда шел за чаем. Назад иду. Он газует. Подошел, говорю. Вот попробуй. Вот ты покатился и газ не дави.
Он такой покатился, газ не давит и поехал. Короче, не газуйте вы по гололеду этот полный газ. Ну, вот в подъем то же самое. Вот как сушат любят. Вы, получается, мощности же много. Вы даете машине задачу типа увеличивать скорость, а поверхность не дает. Соответственно, у вас пробуксовка и теряется скорость, вы останавливаетесь. В натяжечку идешь и все. Ну да, может будет. Ну, то есть надо или поддерживать скорость, если прям скользко, ну, с небольшим снижением скорости, ну, точно газ не надо топтать. Вы моментально, ну, то есть газ нажимаешь, она обязательно, ну, просто будет крутиться. И, соответственно, просто по инерции вы остановитесь, как на нейтральной передаче, типа того. Это у меня голос подсел, если что. Участвовал в ремонтных работах на трассе, ага. Не сегодня, а когда это с Хабаровска еще ехал. По рацию нельзя слушать сейчас. За маты ставят 18+. Все, искусственный интеллект переводит голос уже на английский. Голосом именно, когда субтитры ставишь. И, видать, наши маты переводит так, что подготовка к какому-то событию намечается, оргия, типа, наверное, они так расценивают, думают, пока кадры не пошли запрещенные, они 18+ маркируют. Такие дела, в общем. В целом обстановку доложил. Едем в Хабаровск, сейчас в Челябинск заехать надо. Масло поменять. Ну и сождение проверю, то и колеса новые обул. Что-то только, мне кажется, их как-то хреновато они отбалансировали. Или может это снег там поналип. Ну, короче, по семейке посмотрю. Надо, может, перебалансировать. Такие вот дела. Сегодня пятница 13-е. Уже остановился. Колеса протянул. Ну, ту, что это, на ленивце. Теперь только вперед. Я что-то выезжал в четверг. Ну, где-то часа в 4 из Москвы. Взял на субботу, записался. На утро. Ну, а что тут по платке? Едешь и едешь. А тут такая погода, видите. Я вчера что там до вечера 500, может, там проехал. Сегодня вот 80. Встал, думаю, пораньше встану. Надо ж на станцию, стою, колесо пустое. Пошел чайку попил. Понеслось. Хорошо все открутилось. Я же это... Ну, как шпильки новые, все. Ленивец ни разу... Ну, Макс его только снимал на тету. Тогда, говорит, все. Или мы не проедем, говорит, последний шанс. Говорит, давай я сниму. Снял. Тогда колеса с ленивца... Ну, нажали проверить, когда он опустится. А он, балка раз такая на землю и легла. Обратно прикрутили. И потом... Короче, прикол был, да. Когда ленивец не прошитый был. Сейчас-то он у меня поднимается. Но я не стал на нем ехать, потому что я себе с передка не убрал ограничения. Ну, то есть мне убрали ограничения по ведущей оси. А на передке 8 оставили. И у меня получается такой загрузка. Вон, видите, 21 тонна. Вот так вот. 3,1 на ленивце, 9,2. Тут 7. И я, если ленивец поднимаю, оно бывает на спуск идешь, хоп, 8 на передок поймает. И ленивец начинает опускаться. Ну, на спущенном колесе не стал уже. Ну, вес такой на грани как раз. Он может и не опуститься, но когда будешь со спуска идти на скорости, он начнет опускаться, там колесо это ушатанное. Такие дела, в общем. Короче, потренировался, размялся. Ну и дальше, я думаю, надо сегодня после обеда сориентируюсь. Да, может, перенесу время там на обед, суббота, там что-нибудь такое. Так вот.
М12 еще не стоял. А тут тоже так вот, кое-где 1,5 полосы. То есть, гляньте, сколько снега. Вот эти заборы, ну, как бы оно классно, безопасность. Но лучше бы они эти полосы разнесли друг от друга. Ну, как обычно. Чтобы не было вот этих заборов. И туда такие ровные. Ну, грубо говоря, столбы тогда придется убрать, конечно. Ну, короче, заборы классно, но они, гляньте, снега. Там будет место, там вообще, ну, просто заметает. Ну, 1,5 полосы по факту. Люди как-то... Бывает, едешь, уже поворотник показывает, пофигу, летят. Короче, все как летом что-то рулят. А, мне же еще, я когда на Москву ехал, мне же еще Бэха взад прилетела. Кстати, да, АМ-12. Тоже, блин. Скорость и все. Просто на всех парусах вот так вот 2 бэхи несутся. Начинают тормозить. Как на лыжи встал. Один проскочил с этой стороны, а второй мне по касательной своей водительской стойкой вот так вот в прицеп захреначился. Хорошо, не под прицеп. Сам все целый. Говорит, нафига я летел. Короче. Ну все, везде позвонили, фишками нас огородили. А потом он говорит, что нафиг мне эти автотеки туда-сюда там. Сам живой, здоровый, говорит. Гаишники приехали, он говорит, мы претензий не имеем, пострадавших нет. Даже разбежались. Сейчас. А, это эти звонят мне. Сказали, мы вам будем звонить, где вы едете. Постоянно. Короче, такие дела. Сломал мне. У меня так вот фонаря нету от него. Здравствуйте. А вы мне звонили. Да. Ну, стою в пробке. Ну, я часа где-то в 4 часу уехал, наверное, в 4. Да там везде пробки, везде гололед. Сейчас на М12 стоим. Наглухо все, там машину развернуло. «588 километр трассы М12». Что-то такое. Или 600. Что-то... «588». Ну так, короче, сложное дорожное обстоятельства не дают поддерживать среднюю скорость. Угу. Все, ну, хорошего дня. До свидания. Это... Где вы едете? Там раз трубку не взял. Ой, где пропали? Не, ну тут никакого экспресса. 13 дней до Хабаровска. Просто им интересно, где я еду. Говорит, мы вам будем звонить раз в сутки. Не, ну может они собирают какую-то статистику. Ну, то есть у них будет большой объем данных по поводу этого. О, ко мне. Да-да. Что там по рации ребята говорят? Там машину развернуло. А, батарея? Да. Получается, проезда нету. Там КДМки впереди, может, что-то раздвинут. Ну, видно, в подъеме стоит. А я не знаю, он стоит, кабина завернутая и перекрыл полосы. Так что, ну, ждем. Ну да. Доложили обстановку. Ладно, что это я, дорожный трындеж. Ой, я правда наснимал еще что-то и не могу никак выложить. Ну, я типа хочу сначала на YouTube загрузить, а потом на ВК. Потому что на ВК быстро залетает. На YouTube, ну, без комментариев. Оно грузится. Ну, я наснимал там час что-то там. Оно грузится. Бах, сбой. Видео, ну, типа, удаляешь, заново ставишь. Поэтому не знаю. Надо на ВК, наверное, уже
грузить, а на YouTube как получится. Еще и памяти ж нету, как бы. Ну, ролик смонтировал, он висит, память забивает, надо его загрузить и туда, чтобы следующий монтировать, потому что он маленькие кусочки тоже ж в памяти. Параллельно создается большой, опять память забивает. Ну, короче, приколы эти. Ну, часа там 2,5 это телефон помещается. Там, наверное, 3, может. Так что приехали пока, в общем. Ну ладно, включусь тогда. Сейчас, может, ему КДМки там хотя бы это за зад, если потянуть вниз, наверное, можно его выровнять. Ну, судя по тому, как на камеру-то не видно, но я вижу, машина сложенная, кабина, ну, смотрит в нашу сторону. В общем, ладно, включусь тогда. Че, мы пока 10 минут стоим. Все, вот он. Погнали. Так, ну этот поворотник у меня работает. Влево. Так. По Мерседесу проехать 220. А, 22. Ага, ну у меня, видите, аварийка, у меня правая. У меня там габарит стоп. Вот этот кусок диодный остался, я его примотал. И получается вчера вечером там туда-сюда позвонил, не иди этого фонаря, думаю, ладно, везде до Челябинска поворот мне направо не нужен особо. Так, тут еще что-то газелисты ремонтируют. А, все, его, получается, выровняли, в общем. Ну, у нас еще КДМки, мы с ними ехали 40, они вот так плотно идут. То бывает растянутся, ну и все так вот их обгоняют. А эти что-то плотничком идут за собой. Ведут толпу. Так, а, 524 это километр, короче. Вот он в подъем. Ну да, тут видите, вот как раз перемет, может, да, он зацепил, на тормоз нажал. Тягать же легче прицепа. И его прицеп и затолкал сразу. Ну, когда тормоза там как бы непонятно как работают. Я вон все колеса снимал, сфотал в своей колодке. У меня родные же еще стоят, 828 пробег, такой они как новые. Спереди все эти скосы, вот такая толщина колодок. У меня получается только на задней оси. Получается наружная как новая, а внутренняя половина. Короче, никак они у меня не, ну я ими не пользуюсь особо. А чё, ну горняк держит. Даже, ну, совсем скользко выключается. Раз поменьше включил скорость. Ну, там придержал на секунду, чик-чик. Где-то обочинку и все, и спускаешься. Как бы, не знаю. Ну, вот он, видите, цепанул вот здесь. Наказань за полный. Его, видать, потянуло. Ну, скорость просто, да. Ты на большой скорости в такой ситуации просто не оставляешь себе шансов, да и все. КамАЗик. Ну, в принципе, да. Нормально должно быть все с ним. Что-то вид только от воздухозаборника что-то пластмасска валялась. Так, это я что-то увлекся съемками, да? У меня он подбуксовывает, я чик ленивец поднял. У меня теперь не подбуксовывает. Хотя тоже подбуксовывает. Ну, я ж типа пытаюсь разогнаться, поэтому малым газом разгоняемся. На 2 км в час разогнался.
по снежку едешь и нормально. Там вроде меня никто не догоняет. Ладно, в общем, будет что интересное, я включусь. Блин, КНТМщики, конечно, наверное, молодцы, но нафига так делать, я что-то не могу понять. Вот они едут просто 3 машины вот так вот. Мы уже едем сколько за ними. Просто даже легковые не проскакивают. Ну, растянитесь, ну, по факту и все. Короче, непонятка. Хотя бы вот эти 2, которые с этой стороны растянулись, все бы раз и объезжали бы. И рации, по идее, КДМ должна в 15 канале быть. Молчат, как партизаны, в общем. Короче, вопросов больше, чем ответов. А мы пока наслаждаемся организованной дружной толпой. Там у нас ничего себе, там нас, я не знаю, едет. Ну, короче, весь подъем, все в машинах. Эти еще любители, я не знаю, ехать дистанцию никто не держит. В пупу поупереться. Ну, ладно, на такой скорости разрешаю. Но все равно смысл. Не, я от того подальше, чтобы с этими рядом не ехать. Ну, я типа от этого дистанцию держу по этой полосе. А так снега тут прям нормально, да. Сейчас вот оттепель как раз вот уже +1 показывает. Что там между ними никак не нырнуть? Да там, блядь, легковухи нахуй не едут, конечно. Чё? Блин. 532, это 8 километров, да? Ну и до этой сложенной машины эти КДМки нас вели еще. Не знаю, КДМщики, честно говоря, если бы в один ряд встали бы, пропустили бы народ. Ну как-то тоже должны ориентироваться в сложившейся обстановке. Короче, организация общих сборов. Зато мы как толпой, как приедем куда-нибудь. Ну, первая же заправка, вся эта толпа туда заезжает, все, коллапс. Да, на заправках там народ развлекается, да, уже. Ну, мороз же спал, начинает, ну, валиться накатанный снег. Как бы это... Можно неплохо размяться с лопатой. Все, я перенес себе на 2 часа дня на завтра, да? Но все равно дофига придется ехать. Если что, с утра еще перенесу, сориентируюсь, да и все. У меня-то делов, в принципе, масло поменять и схождение, это тоже, ну, проверить на всякий пожарный. Ну, ходовью мне в прошлый раз смотрели. У них бесплатно осмотр ходовья. Ну, не такой-то глаза, а пошатали там, все посмотрели. Я езжу аккуратно, у меня по факту все нормально. Я только поменял продольную поперечную рулевую. Ну, он мне так показал, чуть-чуть люфтик есть, как бы. Ну, взял, поменял, да и все. Че ждать, пока не чуть-чуть будет. Ага, видали? Там сужение. Это видно, вот тут как раз сугроб большой намелся. Я даже аварийкой не могу поморгать. Ну, я вот так вот видел. Прямо, ну, это как большое спасибо. Но для него это он не видит. А, тут кто-то, фишки стоят.
Не, ну, мне когда Бэха залетела, тоже они как-то это... Позвонил, вот это 23-23, ну, звездочка, 23-23. Ну, сколько минут, наверное, 10 приехала машина, вот эти он расставил нам. То они сказали, этим 112. Ну и все. Хорошо этот пацан, ну, как бы взял под прицеп, залетел. Он, получается, ударился своей стойкой. Ну, дверь, стойка, водительская, подушки не сработали. И он меня, получается, взад вскользь ударил. И еще обогнал в итоге. И ударил КамАЗа впереди, который без прицепа ехал, он так и уехал. Что-то даже не стал останавливаться. Ну, он его так прям чуть-чуть к нему так вот еще. Ну, я не знаю, сколько он там ехал. Они, главное, что он говорит, еще и та Бэха поджимала. Ну, то есть он наваливает, а этот догнал еще быстрее его. И они вот это вот, ну, мы сколько там, 80, наверное, идем. Смотрю, один сюда, другой куда-то туда нырнул. Ну, и вот это широкое место, он так в щель эту. Хорошо мне, ну, снял колпачки на двух этих осях на прицепе. Ну, я уже от него как бы сюда-то сместился, он дальше прямо проехал. Короче, страшное дело, не гоняйте. Он говорит, я на тормоз нажал, она еще быстрее поехала. Короче... Да, тут трасса, оно как бы обманчиво, типа вот скоростная. А все вот состояние, видите? Это еще сейчас, ладно, +1, оно тает начало, срач, грязь, да? А тогда было, ну, что-то -4, -5, оно вот просто, ну, каток по факту. Я так вот иногда повиливаю, чтобы, ибо не надо тут со мной. Ну зачем ехать? Вот едем медленно, КДМщики нас тренируют на это, на стрессоустойчивость. Уже тут всех, наверное, накрывает, если рацию включить. А мне нормально, что мы едем и едем. Исходим из того, что все, что не делается, то к лучшему. Если, в принципе, сейчас все растает, ну, эта толпа, я где-нибудь заеду, остановлюсь. Хотя не опасно сейчас заезжать. Лишний раз, как говорится, я заправленный на парковке, чтобы не встрять там. Короче, видите. В общем, ладно, сейчас КДМщики решат нас, вся, как говорится, наша судьба в их руках. Кто куда поедет. Они сейчас втроем станут еще чая попить. Скоростная трасса, что сказать, да? Сейчас уже, да, так не слабо получается. Ну, я, получается, с Подольска загрузился под Скаду на М12. Потом же сделали еще объездная набережная Челнов платная. Потом кусочек в Башкирию въезжаешь до Дертюлей. Потом там платная. Ну, получается уже что-то в районе 22 тысяч. Вот это вот именно с кусочком Скада. Как бы не слабо, туда-назад 44, ну, может больше, не знаю. Я так примерно смотрю. Ну, на транспондере там. Они еще как-то с задержкой списывают. А вчера проезжал как раз перед Владимиром. Ну, там же есть вот эту М12, и рядом видно дорога, ну, рядом она. Там просто пробка, я не знаю сколько. Вот мы по мосту переезжаем, семерку. Там все забито просто. И потом вот эти два ряда, в один ряд тоже все стоит. Тут сколько видно было, пока вот такой забор не начался. А там до Владимира еще, я не знаю сколько километров, и там все наглухо по семерке.
Короче, тут по платке видите, что там на семерке творится. Ну да, там первые, получается, едут эти легковые, и они, ну, честно говоря, могли бы там сквозануть. Ну, КДМщики, конечно, кто-то отсюда, в районе 520 километров обслуживает, привет им передайте, ну пусть это подрастянулись бы, так, грубо говоря, метров по 50 друг от друга. Да и все, и народ бы потихонечку мимо них бы проезжал. А так у нас получается пробка. Вот сейчас уже кто из Москвы выруливает, вот уже сюда вот, наверное, встает в нашу уже дружную компанию. й, да, там 24-й, 13 километров, ну и до этого еще, ну, короче. Сейчас они, может, на какую-нибудь заправку зарулят, хотя тут тоже по факту не сильно много машин на М12, ну, относительно семерки, но стоянки, все это мало, это, короче. Если, так это тут 90% тут не ездит грузовиков. Хоть, ну, там днем еще, может, там место найдешь, а вечереть начинает, там все просто везде. Вот эти дорожка, которая к стоянке ведет, уже все вдоль обочины. Где к легковым заезд, туда все вдоль обочины становятся. Короче, все забито. Куда-нибудь не туда завернешь, как это вот сейчас на Татнефти были. На грузовики все буксуют, короче, а у чувака там лампочка горит уже, а он туда не может заехать. Он в легковую сунулся, там встряли, буксуют, потом вроде доехали. Ну, под легковую хотя бы что-нибудь налить. Заправщики говорят, мы вас тут не будем заправлять, нас, ну, типа, накажут, что грузовики заправляете в этом. Короче, целая это эпопея. И снег так особо, ну, у них же техники нету на этой стоянке, там площадь. Постоянно кто-то стоит, там почистить, получается, ну, тяжело. Ждем весны, в общем. Ну так, еду. Все мелькает, в общем. Ладно, тут что-то уже перебор, по-моему, пошел. Короче, торжественный момент обхода КДМок сниму. Все, давайте, удачи. Все, КДМщики свернули. Сейчас я километровый столб скажу и все. А это, как знаете, вот Формула-1, там пейскар идет такой вот, впереди машина. И все за ним, 551, короче. И пошла битва моторов. Тут вообще уже срач на дороге. Не знаю, вот там у меня вон машины впереди. Или отвалить вообще всех, обогнать. И ехать первым. Ну, короче, я пока думаю. Пока я думаю, меня пока обгоняют все. Ну все, тут уже лето, 0 градусов. Все, ладно, едем дальше. Всем удачи на дорогах. Что-то тут прямо такой ветерок стал. Ты видел, что ты крышу? У тебя крыша порвалась. Смотри, это отлетит сейчас. Это все 739 уже скоро. Ну, сколько, я не знаю, километров. 80 до конца. Ну, платки выезда на бывшую семерку. Она сейчас теперь М12 тоже. Прямо ветрюган. Боковой виден. Перемет аж набивают. Да, погодка. -2, тут уже скользко. Зеркало я уже это... Открываю окно, зеркало так протираю. Чтоб что-то, ну... Видимость как в танке, говорит. В общем, едем. Погодка то, что надо. Ну, тут посолено, растаяло, наверное, но в целом вот так вот. А что там, я не знаю, на семерке творится? Машин-то там явно побольше.
Ну, сейчас прочувствую, выедем, там уже объединятся эти потоки. В общем, ладно, едем дальше. Это я так, что в этом году зима прямо, то, что надо. Тот год я все время тут езжу. Так вот, чтобы переметы, заметы тут в том году, по-моему, так не было. Хотя, может, я что-то пропустил. В общем, ладно, погнали дальше. Вот это, на Татнефть. У них хорошо, видите, почищено все. Хоть не по сугробам, тут молодцы в Татаре они. Ну, метет, конечно, это уже. Что-то погодка такая, ну. Конец почти платки. Ну, это вот здесь будет за Татнефтью развязка. Можно уйти на Бавлы туда. Короче. О, кто-то от экскаватора тут выгрузил стрелу. Ну или что? Ну да, экскаватор, скорее всего. Так, а тут уже сугробы, да? Да ладно, я в сугроб. Или не надо было? Не, наверное, не надо было, да? Погнали отсюда пока едем. Именно по чуть-чуть газ надо только давить, и все едет. Да хотел чайку попить. А стать-то получается особо и негде. Получается ну да, такие сугробы можно просто не уехать потом. А ну куда вот возле... А, хотя там проезд же, да, один узенький. Ну, короче, обстановка тревожная. Не угадал я с траекторией выхода из заправки. Поедем теперь на... А, хотя Татнефти, набережных Челнов, объездная там. Но она вся в сугробах тоже. Короче, ладно. Там, в принципе, сейчас на семерку выйду, там есть кафешки такое, что-нибудь заеду туда очень. Тут единственный, да, минус по М12, если ехать, тут эти сосиски, кофе, да, особо, ну, пару мест есть, еда такая, как в аэропорту, ценники. Так, и чё там, и где там? Вроде никого. Да, и дворники потрусить бы. Что тут мороз? -2 мощный. Ладно, все. Так, сейчас я ленивец опущу обратно. Скорость сброшу, сзади никого. Я его поднял на всякий случай. Ну что у меня получается на ведущий? 10,7. Ну, в принципе. Просто он и сам опускается. Видели, с ленивцем у меня 8,1 стало на передке. И он поехал. Надо убрать ограничитель, короче, с передка. Полетели, в общем. Ну, тут кусочек остался. Километров 15, что ли. Все, ладно. Это я вам так докладываю обстановку.